В Казахстане нет системы подготовки юристов по интеллектуальной собственности. То есть ни один юридический факультет не готовит юристов по авторскому праву, по сопровождению творческих проектов. Также и нет системы подготовки литературных агентов, к сожалению. Именно из-за этого можно сказать, что издательский бизнес в Казахстане практически отсутствует. Что такое издательский бизнес? Издательский бизнес – это когда есть компания, такая, некий продюсер, которая занимается раскруткой писателя, которая, например, заключает договор на определенный период времени, в течение которого писатель обязан написать определенное количество произведений необходимого качества, формата. И обычно имущественные права, естественно, все переходят самому издателю. Но у нас, к сожалению, все компании, которые называют себя издательствами, на самом деле являются всего лишь типографией, которая берет деньги за то, что издает, и писатель вынужден сам заниматься вопросами продажи, продвижения. К сожалению, бывали и, наверное, есть случаи, когда такое так называемое издательство нарушает права самого писателя. Почему? Потому что писатель, как правило, абсолютно безграмотен в юридических вопросах и не умеет читать договоры. На моем веку было несколько случаев, когда, например, на второй или на третьей странице такая типография просто получала от автора право издать его книгу в любом объеме для распространения для своих нужд. К сожалению, такой обман есть. В Казахстане аж в далеком 1996 году приняли закон об авторском праве, которому уже, получается, 26 лет. И, к сожалению, творческая интеллигенция, творческий народ абсолютно не знает, как им пользоваться. И это самая главная проблема того, что в Казахстане нет вообще как таковой культурной индустрии. Почему? Потому что авторское право, оно как раз-таки помогает монетизировать, коммерциализировать творчество. То есть коммерциализировать авторские и смежные права. Так вот, этот закон, который принят был аж 26 лет тому назад, он соответствует всем международным требованиям, предъявляемым к авторскому праву. Мало того, Казахстан на сегодняшний день присоединился ко всем международным конвенциям в области защиты авторского права и вообще интеллектуальной собственности. То есть этот закон, он работает везде. И я не знаю, специально это делается или не специально, но все-таки я думаю, что все-таки специально. Пропаганда этого закона, она абсолютно на нуле. Это делается для того, чтобы обманывать творческих людей и зарабатывать на них огромные деньги. Так вот, в этом законе есть статья 32, которая так и называется «Условия авторского договора». То есть это признанный мировой шаблон к договорам, связанным с передачей авторских прав. Издательский договор как раз-таки подпадает под эту категорию. Соответственно, он должен состоять как минимум из 4 условий. Первое условие – это конкретные права, которые передаются, то есть конкретные способы, как будет использоваться произведение. Например, если вы автор литературного произведения, то вы передаете издателю право, во-первых, издавать его в печатном виде, тиражировать, то есть распространять его, этот тираж. Далее, например, переводить его на другие языки, продавать его через интернет, то есть в электронном виде. И очень много всяких моментов, которые как раз-таки в этом законе прописаны. Но дело в том, что мир не стоит на месте, и с развитием интернета сейчас, естественно,
способов по использованию произведений, по его монетизации великое множество. Вот в этом как раз-таки и кроется креативное предпринимательство в этой сфере. Второй пункт обязательный – это территория, на которую передаются права использования тем или иным образом вашим произведением. Третье условие – это срок, в течение которого можно пользоваться вашим произведением. Ну и четвертый момент, самый любимый, это финансовые условия. Финансовые условия, на каких условиях вы передали это право. В законе четко прописано, что финансовые условия могут иметь две формы. Первое, либо когда вам платится какая-то единовременная сумма, либо второй вариант, это когда определяется процент с той или иной продажи. Ничего сложного, абсолютно. Очень важный момент, что права, прямо не переданные по договору, являются непереданными. То есть это означает, что насколько скрупулезно должен быть составлен договор. И, естественно, я всегда советую, чтобы творческие люди при подписании таких документов обязательно советовались с юристами, специалистами именно по авторскому праву. К сожалению, на сегодняшний день юристы по интеллектуальной собственности, я их делю на 3 категории. Первая категория – это юристы, которые регистрируют, которые прибегают к творческому человеку, либо творческий человек прибегает к ним, и он ему говорит: ой, у тебя прав нет, тебе обязательно надо что-то зарегистрировать. Вот. И творческий человек платит непонятные деньги, непонятно за что. Вторая категория юристов – это юристы, которые работают в авторских обществах. Но, к сожалению, на сегодняшний день многочисленные авторские общества в Казахстане, они не занимаются защитой прав писателей. Они в основном терроризируют различные заведения публичные за то, что те используют музыку. Вот. И третья категория юристов, которых практически нету, это юристы по сопровождению творческих проектов. То есть те люди, которые, по сути, присутствуют при рождении самой идеи что-то создать. Это те юристы, которые, скажем так, страхуют этот проект от различных рисков, которые закладывают все основные моменты в различные договоры между издателями, ну, там, в конце концов, даже между редакторами. Потому что очень часто, к сожалению, бывают такие прикольные моменты, когда ты написал произведение, вот у тебя там, не знаю, 200 страниц печатного текста, ты отдаешь редактору, редактор посмотрел, что-то подредактировал, потом приходит к тебе и говорит: слушай, я тут внес свою лепту, значит, я тут более красивее сделал, поэтому теперь мы соавторы, и ты мне должен долю. Вот. Ну, это тоже неправильно, поэтому всегда нужно очень четко на берегу подписывать договоры, что это редакторские услуги, которые не влекут за собой передачу каких-то авторских прав. Такой же договор обязательно нужно составлять с корректором. И архиважно составлять договор, связанный с использованием каких-либо изображений. То есть либо вы нанимаете художника, который специально для вас рисует какие-то образы, и поэтому, естественно, нужно сразу обговаривать, как в будущем вы будете пользоваться этими изображениями. Либо, например, это уже готовые изображения, будь то фотографии, будь то картины. Поэтому тут очень важно договариваться с владельцами прав на эти произведения, чтобы завтра у вас не было ненужных юридических головников. Очень важный момент, естественно, самый важный момент – это договор с издателем, с типографией, как я уже говорил, и договор с компанией, которая будет продавать ваши произведения. Тут очень важно прям за каждую буковку, за каждую, так сказать, запятую цепляться, смотреть, потому что, ну, люди того и ждут, когда вы где-нибудь промахнетесь, чтобы у вас то, что вы родили, то, что там, я не знаю, ночами не спали, чтобы, ну, элементарно украсть.
Если творческий человек решил все-таки заниматься этим профессионально, он профессионально должен относиться к своим коллегам, к юристам, к литературным, скажем так, агентам, к фотографам и так далее и тому подобное. Только в случае взаимовыгодного, справедливого подхода обязательно получится какой-то успех. Мировая ставка, например, того же музыкального издателя, она 50/50. А чем это объясняется? Это объясняется тем, что издатель совершает огромный, просто колоссальный объем работы по раскрутке этого писателя, по его промоутированию, по его правильной подаче. Это человек, который находит инвестиции, это человек, который договаривается с типографией, договаривается с дизайнерами и так далее и тому подобное. По сути, это человек, который ограждает писателя от всех вот таких вот организационных моментов. И поэтому вполне справедливо, что он может претендовать на достаточно серьезную, скажем так, ставку. Дальше, конечно, это все решается в индивидуальном порядке. То есть, надеюсь, должен присутствовать момент справедливости. Но на самом деле это не стереотип. В законе об авторском праве, в статье 9, в пункте 1, четко указано, что авторское право возникает в силу факта создания. Специальная регистрация, либо какое-то особое оформление не обязательно. Автор может использовать знак охраны международного права, который состоит из 3 элементов. Это C в круге, знак копирайт. Далее должно быть указано имя автора либо правообладателя и год создания, либо год приобретения таких прав. Другой момент, что, конечно же, автор иногда попадает в такие ситуации, когда ему необходимо доказать свое авторство. К сожалению, в Казахстане вот эта система подтверждения, она практически не работает. До 2015 года была норма в этой же статье о том, что государственный орган обязан депонировать произведение, то есть брать его на хранение. Для чего это важно? Например, у вас судебный процесс какой-то, либо спор, где потенциальный, скажем так, нарушитель говорит о том, что он является автором этого произведения. Так вот, вы можете обратиться в организацию, где у вас на депонировании, достать свою ячейку с произведением. Естественно, там уже будет указано, что вы это произведение, например, сдали намного раньше. Соответственно, далее работа уже экспертов, которые будут сравнивать ваши 2 труда, и наверняка этот спор будет решен в вашу пользу. В России этот вопрос очень хорошо решен. Там есть такая организация, которая занимается как раз-таки депонированием на базе блокчейн. То есть фишка в том, что вы сдаете на хранение какой-то файл, который сразу же фиксируется на нескольких серверах. То есть, чтобы внести изменения, вам придется на всех этих серверах вносить. Это архитрудно и практически нереально. К сожалению, у нас в Казахстане создали какой-то госреестр, который абсолютно практически не нужен. То есть в нем нет пользы. Там речь идет о том, что вы можете зарегистрировать свои личные неимущественные права. Ну что это такое личные неимущественные права? Это право признаваться автором этого произведения. Но это и так понятно. Если я создал и указал свое имя, я уже могу требовать признания меня как автора. Второй момент – это право на обнародование. Но опять же, если я уже его обнародовал, значит, мне не нужно вносить свои сведения в этот госреестр. То есть для кого он создан? Но, к сожалению, это организация, которая уже много лет, по сути, мягко говоря, вводит в заблуждение творческих людей. Она заработала достаточно серьезные деньги. И когда это прекратится, я даже не знаю. Нужно ли предоставлять какие-то документы для использования в той или иной стране? Я, в принципе, уже отвечал на то, что
Наш закон, он соответствует всем международным требованиям. И мало того, Казахстан присоединился ко всем международным конвенциям. Поэтому, если вы гражданин Казахстана и какое-то, я не знаю, там, создали какое-то произведение в соответствии с законом об авторском праве, то, в принципе, вы можете претендовать на защиту ваших прав на любой территории современного мира. А очень важным документом является, когда вы регистрируете свою книгу в книжной палате Казахстана. Вам выдается код ISBN. Это, по сути, международный код, который предназначен для введения вашего произведения в гражданский оборот. Проще говоря, вы можете спокойно торговать уже, потому что где бы ваша книга не появлялась, на рынке любой страны, уже этот код будет говорить о том, что да, это автор гражданин Казахстана, и это произведение создано на территории Республики Казахстан. И все. У меня было несколько случаев, когда ко мне обращались наши писатели, которым предлагали контракты зарубежные издательства. Прежде всего, конечно, я как юрист по авторскому праву, как юрист по сопровождению проектов, естественно, я обращаю в первую очередь свое внимание на права, которые требует издатель, что он собирается делать, потому что очень часто издатель на словах говорит одно автору, а в договоре прописано совсем другое. И это практически повальные случаи. Поэтому мы, юристы, все-таки понимаем язык документов. И частенько, приходится доносить потенциальному клиенту, что, дорогой мой, тебя хотят немножечко обмануть. Например, обмануть, естественно, в части финансовых условий. То есть, когда либо предлагают вообще за копейки отдать, либо вообще просто бесплатно отказаться от своего произведения. Очень частый момент, связанный со сроком действия договора. То есть не пишется, например, какой-то конкретный срок, например, 2 года или 3 года, а пишут, например, на весь срок действия авторского права. Весь срок действия авторского права — это вся жизнь автора и 70 лет после его смерти. То есть представьте, если вы отказались от своего произведения, то в будущем, дай Бог, конечно, вам здоровья, но ни ваши дети, ни ваши внуки, ни ваши правнуки ничего не получат с ваших произведений. Одно дело, например, когда издатель обозначил тираж, например, 10 тысяч экземпляров. Соответственно, ему нужен срок для того, чтобы эти 10 тысяч книг продать. Соответственно, если, например, он эти 10 тысяч книг продал раньше заявленного срока, то, по сути, у него права истекли. Другой вопрос, что он не успел, то обычно в практике бывает, когда дается какой-то еще небольшой срок для того, чтобы он все-таки допродал. Если вы разрешаете еще и электронную книгу продавать, то тут финансовые условия должны быть тоже очень четко распределены. Не говоря уже о том, что, например, вы разрешаете перевести, то это, по сути, уже новый какой-то объект авторского права. Поэтому все эти вещи, они очень важные именно для автора, который хочет вполне справедливо получить вознаграждение достойное. И понятное дело, конечно же, каким бы супертворческим человеком писатель не был, но все-таки дружить и общаться с юристами очень важно. Понятное дело, если вы хотите издавать книгу, то вы не будете искать юриста, специалиста по продажам недвижимости или, того хуже, специалиста по недропользованию. Естественно, вам нужно искать специалиста, именно юриста, который разбирается в авторском праве, который не просто разбирается в авторском праве, а еще и
именно практик, у которого есть определенный опыт, у которого есть репутация. К сожалению, рынок Казахстана, он достаточно небольшой, потому что творческих людей не так много. То, в принципе, как бы все эти творческие люди так или иначе сталкиваются с теми или иными юристами, и они могут элементарно там посоветовать. С другой стороны, Его Величество интернет содержит в себе столько много полезной информации, но, конечно же, нужно понимать, что запрашивать у Вселенной. Вот. С другой стороны, очень важный момент, над которым я уже долгие годы бьюсь, это вопрос преподавания основ авторского права на всех творческих специальностях. К сожалению, есть такой стереотип, что авторское право, в лучшем случае, нужно там музыкантам, композиторам и киношникам. Но в то же время это ведь нужно и филологам, журналистам, айтишникам, дизайнерам, архитекторам. То есть на всех творческих специальностях, где учат создавать продукцию творчества, а на нашем языке объекты интеллектуальной собственности, там в обязательном порядке нужно читать авторское право. И проблема еще состоит в том, что, к сожалению, нет учебного пособия об авторском праве, написанном именно для творческих людей, то есть на понятном для творческого человека языке, потому что, как правило, вся эта литература написана для юристов. Соответственно, с использованием юридической терминологии, которая абсолютно для творческого человека она далека.